Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Пресс-конференция депутата итальянского парламента Маттео Дель Оссо, которая состоялась в конце прошлой недели в Риме в Палате депутатов на тему «Право народов на самоопределение Абхазия и Большая Европа», стала, пожалуй, самым ярким и обсуждаемым событием внешней политики. В формате онлайн в ней с приветственным словом выступил глава Республики Абхазия Аслан Бжани. Обратившись к итальянским депутатам, он отметил, что тема конференции и то, что она проходит в парламенте Италии, имеет большое значение для Республики Абхазия. Цитата: «Мы понимаем, что широкое международное признание – это сложный и длительный процесс. Абхазия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, которые уважают ее позицию. Приятно, что все больше итальянцев открывает для себя нашу страну, ее культуру, налаживаются связи между городами Абхазии и Италии. Ведь между нашими народами давние исторические связи», отметил президент Бжани и выразил уверенность в том, что конференция пройдет в конструктивном ключе и станет прочной основой для развития дружественных отношений между народами Абхазии и Италии. Также в формате видеосвязи в конференции принял участие председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков, который назвал это событие историческим и подробно рассказал о целях и деятельности конгресса, отметив, что Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс готов содействовать возобновлению некогда интенсивных культурных и торговых связей Абхазии с народом Италии. В целом же на этой пресс-конференции речь шла о нарушении базовых прав граждан Абхазии на свободу передвижения и доступ к образованию. Обсуждались и возможности сотрудничества, в частности, экономический и торговый потенциал Абхазии, ее стратегическое и геостратегическое положение. По словам посла по особым поручениям МИД Абхазии Кана Таня, цель этого и других подобных мероприятий – донести объективную информацию об Абхазии, а ключевая задача – чтобы ее голос услышали на самых высоких уровнях государственных и общественных Европейского Союза и мира в целом. Отметим, что в Грузии это событие вызвало довольно предсказуемую реакцию. Незамедлительно было сделано обращение к руководству парламента, и вице-президент партии Форца Италия, которой как раз и принадлежит депутат Маттео Дель Оссо, был вынужден заняться распространением заявлений, в которых значилось, что Италия поддерживает целостность Грузии. Впрочем, в этом как раз ничего нового нет, в отличие от уже состоявшегося события. Проведение подобной пресс-конференции в итальянском парламенте вряд ли стало бы возможным без поддержки друзей Абхазии в Италии, в частности, без посла по особым поручениям МИД Абхазии в Италии, человека, который сделал возможным открытие офиса диппредставительства Абхазии в Италии, который поддерживает тесные контакты с представителями торгово-промышленной палаты Абхазии, занимается тем, что всячески содействует продвижению интересов нашей страны среди итальянцев. Все это Авито Гритани, с которым мы сейчас находимся на связи и предлагаем вам небольшое интервью с ним. Здравствуйте, господин Гритани, мы приветствуем вас и хотим поздравить с тем для нас историческим событием, которое случилось в стенах итальянского парламента. А еще мы хотели бы узнать у вас, как человека, который давно занимается укреплением связей и контактов между нашими странами, каков был путь ко всему этому? В общем, путь, который мы проделали для того, чтобы прийти к такому мероприятию, он на самом деле длинный. Конкретно к этому мероприятию мы готовились в течение последних 3 лет. Но работу, которую мы проделывали ежедневную, заключалась в первую очередь в том, чтобы презентовать самих себя, граждан Абхазии, Абхазию, общаться, вести диалог с разными слоями населения, как с политиками, так и с общественниками. В течение этой работы мы познакомились с господином Дель Оссо, это депутат парламента Италии, который проникся нашей историей и услышал нашу просьбу, откликнулся на нашу просьбу с тем, чтобы мы презентовали Абхазию в итальянском парламенте.
И для нас на самом деле это обычное мероприятие, хотя оно историческое с точки зрения Абхазии, но для нас, дипломатов, это абсолютно нормальная работа, это входит в наши обязанности. Скажите, пожалуйста, присутствовали вы там лично, вы были там во время этой пресс-конференции, и какие были отклики, отзывы после нее? До начала конференции были кое-какие моменты, связанные с попытками противодействия в проведении или там предотвращении в проведении этой конференции со стороны наших соседей. После конференции многие в действительности удивились услышанному. Большая часть населения, к сожалению, пока еще не знает о нас. Проводить просто конференции — это, конечно, полезно, важно, но мы не останавливаемся на этом. В данный момент следующим нашим шагом будет организация приезда делегации, итальянской делегации в Абхазию. Мы организуем такую группу, состоящую из представителей разных сфер деятельности. Совсем скоро мы планируем прибыть в Абхазию, и это будет нашим следующим шагом. Но у нас уже, в принципе, намечен целый план действий. Вы знаете, это очень приятные новости, очень приятно, что намечены такие важные шаги, и вы как раз опередили мои вопросы, хотела спросить о ваших дальнейших шагах, и намерены ли представители Италии приехать в Абхазию, и поэтому это приятно слышать. Да, учитывая специфику нашей работы и условия, вернее, нашей работы, нам, конечно же, сложно говорить сразу раскрывать все наши планы. Но, как я сказал, в ближайших планах то, что мы сегодня о чем можем смело говорить, это приезд группы итальянских депутатов и не только итальянцев в Абхазию, для того, чтобы закрепить результаты конференции, для того, чтобы люди, которые присутствовали там, увидели воочию своими глазами, что такое на самом деле Абхазия. А дальше мы планируем в других европейских городах проводить подобные важные мероприятия, и в этом направлении нас уже никто не остановит. Я хотела задать вам другой вопрос, возможно, более личного даже характера. Скажите, пожалуйста, ведь это так интересно, откуда у вас появилось такое вот желание помогать Абхазии, содействовать вот контактам? Ведь были ли когда-либо вы раньше знакомы с кем-то из абхазцев? И вы очень много делаете, мы знаем об этом, и об открытии представительства, и о всех тех вещах, которые прошли с вашим участием и участием ваших друзей, и при вашей поддержке. Скажите, как это все началось лично для вас? Это на самом деле история достаточно длительная. Она началась в 2015 году, когда я прочитал об Абхазии в интернете и решил выйти на контакт с представителем Абхазии. Но вы понимаете, что это не всегда так просто, потому что кто-то со стороны вдруг пишет странное письмо о том, что он проникся историей Абхазии. Но вот получилось так, что мы познакомились с моим другом Каном Тания, и если выражаться более метафорично, то я через него, через его глаза, его любовь к родине также полюбил Абхазию как свою родную родину. И хочу вам сказать, особо подчеркнуть, что на мероприятии прошедшем 9 февраля в парламенте, когда я говорил о своей Абхазии. И я, кстати, попал в здание парламента по абхазскому паспорту. Я заранее поставил такие условия, и я вошел в парламент и был зарегистрирован в качестве гостя там по абхазскому паспорту. В 2018 году я стал гражданином Абхазии, то есть указом президента меня приняли в гражданство, и я очень этим горжусь. Знаете, очень сложно объяснить любовь в целом. Ты ее либо чувствуешь, либо нет. Вот я чувствую, и мне сложно ее по-другому объяснить. Вот через своего друга Кана Таня я проникся, и вот с того времени несу эту любовь в себе.
Господин Гритани, мы хотим вас поблагодарить за это интервью и за все то, что вы делаете. Это для нас очень важно и очень, конечно, приятно. Большое вам спасибо и будем надеяться встретить вас в Абхазии. Я благодарю вас от всей души. Хочу лишь добавить, что я один ничего не смог бы сделать. У нас хорошая команда дипломатов, которые продвигают интересы Абхазии. Поэтому мы все вместе работаем и с итальянской стороны, и с абхазской стороны. Поэтому я благодарю вас всех, благодарю вашу программу. Другим важным моментом для нас стало интервью министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, которое он дал телеканалу Russia Today. В нем Инал Ардзинба отметил, что подписано обращение к генеральному секретарю ООН о рассмотрении возможности закрепления за Республикой Абхазия статуса наблюдателя. Цитата: «Я думаю, что все страны должны иметь право участвовать в дискуссиях на глобальном уровне, особенно если мы говорим об Организации Объединенных Наций. Все страны должны иметь право голоса на глобальном уровне. Таким образом, я считаю, что пришло время действовать решительно, чтобы все участники глобальной политики защищали и обеспечивали более безопасный мир», сказал Ардзинба. Напомним, что на прошлой неделе министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на встрече в Москве с вице-президентом Всемирной Федерации Ассоциации ООН, первым зампредседателем Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым передал обращение в адрес Генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя. В своем интервью глава МИД Абхазии также отметил, что согласно ключевым документам ООН все нации имеют право определять свою политическую жизнь, свой политический статус, и все члены международного сообщества должны это уважать. Реакцию заингурских соседей и в этом случае нельзя назвать оригинальной. Представитель МИД Грузии назвал все это, цитата, очередными пропагандистскими шагами и рассказал о том, что словно Америку открыла, ООН признает территориальную целостность Грузии. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.